Сегодня в фундамент здания Чувашского кадетского корпуса заложили капсулу времени. На церемонию прибыл полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он проверил ход строительства нового корпуса и решил судьбу здания старой школы. О том, что ждет нынешних и будущих кадетов Чувашии и соседних регионов, расскажет наш корреспондент Мария Никифорова. Построение у этих ребят несколько раз в день, но к этому они готовились особенно. Несмотря на каникулы, их форма идеально отглажена, ремни сверкают. В конце учебного года каждый из них написал записку в будущее. В итоге получилось длинное послание, которое и поместят в капсулу. Мы уверены, что вы, те, кто читает это послание, живете и учитесь в прекрасных условиях, которые были созданы предыдущими поколениями. На церемонию закладки капсулы сегодня приехал полпред президента страны в Поволжье Михаил Бабич. Но перед этим он заехал в старое здание кадетской школы на улице Константина Иванова. Пройдясь по классам и территории, Бабич отметил, после того, как всех учеников переведут в новый корпус, скорее всего, здесь откроют Центр патриотического воспитания, либо возобновят работу школы Юнг, которая была здесь в 80-х годах. Новый кадетский корпус будет 6-м в Поволжье. Подобное уже есть в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. Конкурс там высокий, в среднем 10 человек на место. Количество желающих ребят, оно растет с каждым годом, потому что и запрос у общества есть на вот такое образование, на такое воспитание. И материально-техническая база, которую мы создаем, она как бы стимулирует родителей. Наши кадетские корпуса – это полное государственное обеспечение. И, конечно, вот, при прочих равных государство прежде всего должно позаботиться о тех детях, у которых таких возможностей для получения такого образования. Их значительно меньше. Кадетами еще пойдут дети, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Семьи есть неблагополучные, но отдельные сыновья и дочеря у этих родителей, они на самом деле подготовлены по всем тем оценкам, которые будут проводить комиссия. У нашего корпуса будет воздушно-космический и военно-морской профиль. Кстати, учиться здесь смогут не только юноши. В кадетских классах Чувашии есть немало девочек, которые мечтают стать военными. Для них будет выделен отдельный этаж здания. Причем пока такая практика существует лишь в Пермском кадетском корпусе. Есть военно-учебные заведения, которые набирают женский пол, поэтому подготовка и мотивация их в данных кадетских корпусах именно на службу в армии, она для нас ценная, и мы будем в дальнейшем взаимодействовать. Шестиклассница Дарья Самсон выросла в семье военных, поэтому ни физической нагрузкой, ни суровыми армейскими порядками ее не испугать. Я пошла в кадетскую школу по стопам папы и дедушки. Мне захотелось морфлот, мне нравится морфлот. И вот я узнала то, что в Чебоксарах есть кадетский корпус. И мне вот прям захотелось. И я поставила себе цель, что я стану офицером. Семиклассник Даниил Михайлов тоже решил построить карьеру военного. Родители выбор сына поддерживают. Для каждого парня, я думаю, что это первый шаг как бы для жизни. Им легче будет входить во взрослую жизнь. Они уже будут подготовлены, будут более самостоятельны. Новую школу на 400 мест планируют сделать закрытой. Работать с детьми будут военные. В сентябре 2018 года сюда примут не только ребят из Чувашии, но и из соседних регионов. Мария Никифорова, Михаил Солин, Павел Редков. Вести. Чебоксары.